Пирог. Пирог, как говорится, да здравствует пирог. Напугали кота с сосиской. Нас за это ругают. Нас за это зрители всегда ругают. Вкусный, 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 вкусный. Очень вкусный пирог будет у нас. Там Восточная сторона. На восточной стороне эти цветы не росли. Маша, 1000 нравишек тебе. Полный рот пирога. Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы опять на кухне. И я собралась сделать заливной пирог из вот таких ингредиентов. У меня, значит, на столе здесь яйца 2 штуки, мука 200 грамм, 100 грамм сахарного песку, молоко 100 миллилитров, 80 миллилитров масло растительное и чайная ложка разрыхлителя. И здесь же я взяла джем персиковый и немножечко соли. Как всегда добавляю я в каждую выпечку соль. Без соли все равно получается не так, как надо. Ну, начнем замешивать тесто. А я за кадром, друзья. Давненько мы не пекли пироги. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте всем. Вот так. Маша будет готовить, а я буду снимать. Джем у нас не только персиковый, но и с малиной, с собственной малиной тоже перемешку. Маша забыла сказать, что малина там есть в этом персике. В этом джеме, вернее. Вот. Ну, действительно, с этой работой на огороде, там, на участке вообще очень много времени отнимает, но пирогов все равно хочется. Я попросил, я говорю, Маша, давненько пирогов чаем не пили. Так, первым делом у нас Маша что сделала? Яйца в замесочную миску, 2 штуки яиц и сахара добавила. Взбиваем немножечко. Я проговариваю граммажи, потому что есть несколько подписчиков, которые говорят, мы читать очень, тяжело читать, а говорят, проговаривайте тоже. Ну, 2 яйца в замесочную миску и еще сахару. Сахару 100 грамм вроде как, если я не ошибаюсь же. Да, да. Вот. Я это буду повторять. Не знаю, может кому-то и не нравится это мое все болтовня, но я здесь и никуда вы от этого не денетесь. Вот. Пирог. Пирог, как говорится, да здравствует пирог. Наливаем молоко. Ой, Маша, мы забыли, знаете что? Мы забыли включить духовку. Потому что опять надо будет ждать, пока она будет греться. Давай мы сразу включим. Так, включила на 180 градусов. Да, на 180 градусов заранее, потому что тесто готовится недолго. Ну, смотрите, уже Маша добавляет. Масло растительное наливаю. Так, добавляю щепотку соли. 2 щепотки соли добавила. Разрыхлитель. Так, размешала вместе с мукой. Просеиваю. Муку просеиваю. У меня здесь 200 грамм муки. У этого заливного пирога, друзья, есть небольшой секретик. А вот этот секретик будет в середине видео. Много заливных пирогов, много способов заливных пирогов. А этот пирог будет чуть-чуть немножко с небольшим дополнением. Вот. Может, многие хозяйки, конечно, так делают, но мы тоже покажем небольшой этот секретик. И не секрет уже. Я знаю, многие напишут, удивили своим секретом, конечно. Напугали
кота с фашисткой. А мы просто даже никого и не учим, мы просто показываем, как мы готовим вкусняшку, чтобы купить чай. Вот такой ролик у нас будет. Ну, вот такое тесто. А сейчас это будем делить на две равные части. Здесь такая очень-очень густая сметана, да? Вот такое, да, получается. Ну, чекается. Угу. Обычно Маша сырое тесто пробует всегда. Как там? Пробовала, нет еще? Не пробовала. Нас за это ругают. Нас за это зрители всегда ругают. А вкусно! Тесто очень вкусное. Мы для себя готовим, так Да. что муж не брезгует. Нет, конечно, ты что? Я еще поцелую пальчики твои. Так что у кого как. Значит, а у меня муж разрешает пробовать. Куда я денусь? С подводной лодки. Так что. Ну все, тесто готово. Мы разделили тесто на две равные части. Одну часть на противень кладем. Так, духовка у нас уже готова. И мы отправляем на 10 минут в духовку. Вот Выпекаться. Вот это такая небольшая фишечка, что ну, не полностью тесто сразу заливаем в форму, а короче говоря, вот 10 минут сначала пускай немножко корж такой схватится, что ли. Да, Это, чтобы да. джем у нас не... Чтобы вот начинка, это персик и малина, она не утонула в этом. И будет отдельный четкий слой начинки. Засекаем время на 10 минут. 10 минут. Но у вас должно быстро пройти, а мы подождем. Так, у нас, значит, 10 минут прошло. Я вытаскиваю своими новыми прихватками. Это как какие-то, это самое, игрушки какие-то, прихватки, как в мультике Такие, разговаривают, смотрите. да, очень удобные. Ну-ка скажи давай, вкусный пирог будет, ну-ка скажи вот прихватками. Вкусный. Очень вкусный пирог будет у нас. И прихватки. Удобные, очень хорошие прихватки. Кукольный театр. Так, приобрела такие, да. Вот. Значит, у нас тесто. Сюда я буду выкладывать джем. Видишь, схватилась. Сверху намазывать, да. Он горячий и немножко надо растечется, нет? Корж-то горячий. Начинку можно любую, варенье любой, джем. Ну, у нас вот был перемешку с малиной персиковый такой джем. Вы кладите любой, там, используйте сливу, там, еще что, можно вишню. Что вы предпочитаете. Так-то у нас свои ягоды есть, брусника, это все. Черника, но что-то бруснику в этом году не могу есть. Чисто вот мои пожелания учитывает Мария Олеговна. Да? Как же не учитывает? Довольно-таки... Он, значит, Сережа любит у нас кисленькое. Вот этот ну, персик в меру кисленький. Да. Такой немножко кисловатая, так. Ну, так. Значит, джем положили мы. И сейчас будем вторую часть выкладывать на джем.
Закрываем нашу начинку 2,5 теста. Так, аккуратненько все делаем, чтобы у нас все покрылось вторым слоем. Ну вот, тесто все готово. И обратно в духовку уже на 40 минут отправляем. Ну и все. А теперь осталось ждать. И уже выйдет готовый пирог. Да. Вот так, будем ждать. А мы давайте, друзья, сходим к подоконнику, пока там выпекается этот пирог, и посмотрим наши эустомы, потому что на видео очень много было вопросов, что за цветы с колокольчиками, почему там они все разного вида, и покупали или садили именно семенами. Подошли, друзья, к подоконнику, но напротив окна снимать очень, ну, как бы свет бликует, что ли. Ну, Маша расскажет немножко о цветах. Вот это основное спрашивали вот про эти колокольчики. Вот 3 вида колокольчиков таких. Это вот белый у меня сапфир. Это карликовая, сиреневый карликовый сорт, наверное, да. А это Кармен Роза. Ну, это все... Ой, Эустома. смотрите, Просто как виды бликует. разные, да, а цветок это все эустома. Очень, конечно, капризный цветок. Получается, я в этом году вот у меня эта сторона южная получается. Да, муж? Да, Сергей? да, юж. Так, это южная сторона. Вот на южной стороне вот очень хорошо вот все цветет. Все раз это цветов очень много, вот. Но долго они всходили. Наверное, я ждала, наверное, 2 недели, может даже больше. Я уже и не думала, что они зайдут у меня. Сажала семенами, вот. И, ну, как видите, успешно все получилось. А 2 года я подряд сажала у меня на кухне эти цветы, росли на кухне на оконце. Но там, получается, сторона какая? Там восточная. Восточная сторона. На восточной стороне эти цветы не росли. Просто образовался вот один бутон, и все, только расцветал один бутон. А здесь у нас вон как все хорошо в этом году все расцвело. Ну, кто-то спрашивал, говорит, в горшках покупали или уже нет, но Маша сажала. Я сама всегда сажаю, я эти цветы горшками не покупаю. Это я все сама сажаю. А вон там еще цветок вот этот красиво растет, цветет. Это королевская герань, как мне сказали, когда это я покупала. Это горшком покупала. Это королевская, Герань, да, королевская герань. Вот эти колокольчики все эустома. Все эустома, вот так. А это звезда кавалериста. Она цветет у нас в марте. Ну что, у нас вот время подошло. Будем вытаскивать. Закончили мы вам цветы показывать. Ну, быстрее время у нас прошло. Вот. Ну, что там у нас пирог? Пирог, пирог. Да здравствует пирог. Смотрите, какая красота. Вот такой замечательный пирог. Подрумянился, Маша. Ну да. Красивенький. У нас 40 минут был в духовке. Ну, а теперь теперь мы будем подождем, пока он остынет. Горячими не будем уже это резать. Так что придется подождать, пока немножечко остынет. Ну, для вас, друзья, это тоже ничего времени не займет. А мы подождем за кадром. Посмотрите, друзья, как выглядит. Мы уже вытащили из формы. Немножко подостыл, но все равно же горячий. А нам очень хочется попробовать этого пирога. Давай-ка мы его разрежем. Не будем ждать уже, когда он совсем остынет. Маша, видите, нож держит наготове. Сейчас разрежем и посмотрим, что там внутри. Такой мягенький, пушненький пирог.
начинка должна быть... О, Вытекает, да? да. Ну вот, не подождали мы пирог. Пирог с секретом, но надо было подождать, когда он остынет, действительно. Вот мы плохо сделали, что не подождали. Вот. Джем он растаял весь. Да. И все вытекает. Да? А ты не, ты подними чуть-чуть. Вот так. Подними. Вот видите. Он пропекся весь. И там вот сладкая начинка между слоями. Надо было подождать просто. Мгм. Мгм. Но ничего. Мы показываем как есть. Вот не подождали, это наша вина. Надо просто подождать, пока он совсем остынет. Тогда это будет Мгм. слой хороший. Слой пирога, слой начинки Такой и слой... как будто рыжка. Да? Рыхлый такой. Давай. Рыхлый. Вкусно. У нас персиковый джем, конечно, и дает какой-то такой Ну, с малиной. чуть-чуть как бы кисловатое. А так, ну, это Сергею нравится такой кисловатый вкус. Ну, начинку же, Да. мы же говорили, что Ага. начинку можно любую ставить. Совсем любые. Горячая начинка. Вкусно очень. Очень легко делается, кстати. Мгм. Короче, друзья, наша ошибка в том, что мы не подождали, чтобы этот пирог остыл. Ну как тут ждать? Вот красота такая на столе, и аромат в доме стоит, и время пить чай. И как тут удержишься, да? Но все равно это подостынет и очень будет даже нормально. Так Так. что легко и Вся просто вся делается. начинка не вытекнет, да? Вытечет, да? Ага. Ну, значит, у нас пирог получился. Очень румяный. Такой. Рыхлый такой. Тесто рыхлое очень. Очень вкусно. И очень быстро делается. Очень легко и просто. Так что посоветую тоже сделать такой пирог. Ну, конечно, с начинками у вас разные начинки можно, конечно, положить сюда. Ну, вот у нас вот джем, у кого-то варенье, густое варенье. Но желательно, конечно, чтобы густое варенье было. Ну, и что я могу еще сказать? На этом, наверное, все. Свое наше видео мы заканчиваем. И желаю всем хорошего дня. Пока болтал, друзья, я так и не попробовал пирог. Маша, дай, пожалуйста, я попробую. Тоже оценю и скажу уже. Хотя бы чуточку, маленький кусочек. Осторожненько. Сейчас я укушу, друзья, и скажу вам. Да он просто бомба. Очень вкусный. Маша, 1000 нравишек тебе. Полный рот пирога. И говорю вам, что действительно пирог очень вкусный. Маша, люблю тебя, целую тебя и жду новых твоих вкусняшек. Так. Ну и в заключение от нашего сюжета, от этого ролика, я немножко отступлюсь. Вот это самый конец ролика будет. Голосу за кадром, то есть мне, Сергею Ивановичу, нужна помощь. Помощь в приобретении коляски. Для моих мини-походов, для моей жизни по деревне, для деревенских дорог нужна такая коляска. Вся информация будет в описании к видео и в первом закрепленном комментарии. И также есть у нас группа ВКонтакте, ссылка также будет и в первом закрепленном комментарии на эту ссылку ВКонтакте. Там все отчеты о поступивших средствах, которые уже довольно-таки много поступили, но все же очень-очень еще не хватает на покупку данной коляски. Вот. Большое спасибо, кто помогает. Уже с Ютуба тоже пришла помощь. Не только с контакта, но и с Ютуба. Очень много уже помощи пришло. Всем помогающим сердечное вам большое спасибо. Я уже сегодня в кадре не буду показываться, но обещаю в скором
это сделать. Вот так. Всем пока, друзья. Спасибо за то, что вы участвуете в нашей жизни. Всем большое спасибо. Всем пока. До новых рассветов. Встречайте рассветы. И пускай они будут всегда добрые. Всем пока. До новых встреч на нашем канале.